Приветствую, друзья! С вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Nocti Life. Дорогие друзья, у меня к вам важное сообщение. Я принял важное для себя решение. Это решение далось мне очень тяжело, но я его принял. Для многих из вас это будет как гром среди ясного неба. Но я вынужден вам сообщить, что я не собираюсь баллотироваться в президенты Республики Молдова. И это решение я принял, несмотря на то, что в последнее время новые кандидаты в президенты появляются в Молдове как грибы после дождя. Я пытаюсь шутить, но если серьезно, то сегодня мы поговорим о последних двух претендентках, заявивших о своем намерении баллотироваться на пост президента Республики Молдова. Речь пойдет о Бирине Влах и Наталье Марари. Сразу хочу оговориться, что я не против права этих людей баллотироваться. Они, как граждане Республики Молдова, имеют право баллотироваться на любые выборные должности в этой стране, включая должность президента, если они соответствуют требованиям, прописанным в законодательстве Республики Молдова. Но помимо законных требований к кандидатам, есть вопросы, связанные с репутацией и политической чистоплотностью. Ну и самый главный вопрос. Зачем эти люди баллотируются? Чтобы что? С одной стороны, у них есть право баллотироваться. С другой стороны, у нас есть ответственность не допускать к власти людей, которые не соответствуют этим должностям, и разоблачать их на подходе к власти. Чем мы, собственно, и занимаемся в монологах Nocti Life. Начнем по порядку. С Ирины Влах. Ирина Влах – частый герой моих монологов. За то время, что она была башканом Гагаузии, она давала много поводов о ней говорить и обличать ее ложь и непрофессионализм. Все эти выпуски есть на нашем YouTube-канале. Рекомендую вам посмотреть их. Здесь мы сосредоточимся на самых основных претензиях к Ирине Влах, которые имеются, во всяком случае, у меня. Давайте начнем с самого начала. В 2015 году Ирина Влах стала башканом Гагаузии на лозунге «Быть с Россией в наших силах». Обещала дешевый газ, активно задвигала на незаконных так называемых гагаузских референдумах против Европейского Союза, обещала открыть доступ на российский рынок. По итогу за 8 лет ее башканства в Гагаузии вкладывали средства только западные партнеры: Европейский Союз, Турция, Соединенные Штаты Америки, Румыния и другие страны Европейского Союза. Россия за все это время подарила несколько ржавых бобкатов и музыкальные инструменты. Но, несмотря на это, Ирина Влах продолжала ездить в Россию даже после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Встречалась там с людьми, включенными в международные санкционные списки, делая вид, что Россия наш основной стратегический партнер и что без России нам никуда. Хотя цифры – вещь упрямая и показывали, что основной экономический партнер Молдовы, в том числе и Гагаузии, это Европейский Союз. Ирина Влах упорно не замечала эту реальность. Как оказалось, на то есть свои причины. Согласно расследованию РАЙС, Ирина Влах получала инструкции из Кремля от генералов и полковников ФСБ, вплоть до того, что она согласовывала тексты своих выступлений с российскими спецслужбами. На посту башкана Ирина Влах запомнилась любовью к пиару и фотографиям, росписью на спинах младенцев и полным непониманием государственного управления. Достаточно вспомнить все кризисы, которые случились в Гагаузии во время башканства Влах, и как она их игнорировала, пытаясь сделать вид, что их просто не существует. Достаточно вспомнить только три события. Затопление в Камарате в 2020 году, пандемию коронавируса и кризис беженцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Затопление показало полную беспомощность Ирины Влах и полное равнодушие к проблемам людей. Часть Камрадского микрорайона Заэлпужье в тот день затопило утром. С утра там находились экстренные службы, примар, волонтеры и журналисты. Ирина Влах туда пришла только в 4 часа после обеда. И то не сама, а с Ионом Кику, который был тогда премьер-министром. То есть Ирина Влах дождалась, чтобы Ион Кику приехал из Кишинева, чтобы вместе с ним пойти и навестить жертв вот этого наводнения. Для людей не было организовано ни питания, ни питьевой воды, ни сухой одежды. А пострадавшие от наводнения еще долго протестовали перед исполкомом, пытаясь добиться помощи от региональных властей из резервного фонда Гагаузии, который предназначен именно для таких случаев. В итоге проблемы людей решались на уровне примарии, а исполком и Ирина Влах открестились от этой проблемы. В ковид мы видели, как Ирина Влах ходила по Камрадской больнице, демонстрируя готовность к приему пациентов. Но когда началась пандемия, большой наплыв пациентов, оказалось, что
Больница абсолютно не готова к приему больных. Людей в прямом смысле держали в этой больнице как зверей в клетке. И от истории, которые нам рассказывали те, кто перенес ковид в Камрадской больнице, буквально стынет в жилах кровь. После того, как вскрылось то, что Гагаузия не готова к ковиду, несмотря на усиленный пиар Ирины Влах и попытки убедить всех, что Гагаузия к этому готова, Влах запросила у Народного собрания 35 миллионов леев на борьбу с ковидом. На что были потрачены эти деньги, мы так и не знаем. Однако в Народном собрании очень долго обсуждалось то, что эти деньги были расходованы неэффективно и, более того, просто были отмыты. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Молдова столкнулась с большим наплывом беженцев из южных областей Украины. Гагаузия не исключение. Долгое время помощь беженцам оказывалась исключительно волонтерами, рядовыми жителями. Гагаузские власти на тот момент от этой проблемы самоустранились. Только после вмешательства центральных властей Молдовы в Гагаузии был организован первый центр по приему беженцев. Исполком не хотел тратить на организацию этого центра деньги из бюджета Гагаузии. Мне кажется, это говорит многое о человечности, сострадании и эмпатии Ирины Влах. 8 лет башканства Ирины Влах ознаменовались очень серьезным напряжением между Кишиневым и Камратом. Используя свои медийные ресурсы и свой статус башкана, Ирина Влах начала продвигать нетерпимость по отношению к властям Молдовы. И начала она это делать в ноябре 2020 года, за 2 дня до второго тура президентских выборов. На том самом митинге, где Майю Санду и ее сторонников сравнивали с фашистской силой темную и желали смерти врагам, то есть Майя Санду и ее сторонникам. Свое неумение или нежелание сотрудничать с Майей Санду и правительством ПАС Ирина Влах выдавала за дискриминацию в отношении Гагаузии со стороны президента Майя Санду и правительства ПАС, что не соответствует действительности. Не лишним будет вспомнить взаимоотношения Ирины Влах с Плохотнюком, что в конечном счете сделало семью Ирины Влах одной из богатейших семей Республики Молдова. В период режима Плохотнюка Ирина Влах получила доступ к рынку экспорта зерна и смогла захватить значительную часть этого рынка. Речь идет о фирме, которую возглавляет ее брат, но мы все понимаем, благодаря кому и чему эта фирма стала такой успешной на зерновом рынке Республики Молдова, именно в момент башканства Ирины Влах. Учитывая этот факт, я могу смело заявлять, что башканство Ирины Влах не принесло благосостояния Гагаузии, но принесло благосостояние ее семье. Сотрудничество Ирины Влах с Плохотнюком началось задолго до ее башканства, еще в период ее депутатства в парламенте от партии коммунистов. Ирина Влах – соавтор закона о приватизации гостиницы «Кодру», бенефициаром которого стал Влад Плохотнюк, а государство потеряло сотни миллионов леев из-за этого закона. Ирина Влах, не будучи формально связанной с ДПМ, хвасталась хорошими отношениями с правительством Павла Филиппа, а местные демократы говорили, что Ирина Влах бывает в офисе Плохотнюка чаще, чем лидеры гагаузского офиса Демпартии. Также Ирина Влах запомнилась сказками о том, что мама-пенсионерка ей подарила квартиру в Кишиневе, а также любовью к дорогим европейским брендам и очень обширным и нескромным гардеробом. В конце можно вспомнить то, как Ирина Влах получила свой второй мандат башкана с позорными 92% голосов. Почему позорными? Потому что благодаря сотрудничеству с режимом Плохотнюка Ирине Влах удалось уничтожить всю оппозицию в Гагаузии. Местные демократы служили в качестве мальчиков для битья Ирины Влах и накачивания ее рейтинга. Приняли они эту роль явно не по своей собственной воле, а по указке Плохотнюка. В конечном итоге Ирина Влах была переизбрана на выборах, которые запомнились продавливанием явки. Для этого 40% избирательных участков в Гагаузии тогда продлили свою работу на 1 час, а подконтрольный Ирине Влах ЦИК Гагаузии делал вид, что ничего не происходит, и признал состоявшимися эти выборы, которые, по сути, не состоялись из-за низкой явки. Принято считать, что Гагаузия стала проблематичным и агрессивным регионом с захватом власти в Гагаузии Илоном Шором. Однако давайте вспомним, что было в последний год башканства Ирины Влах, а именно после начала полномасштабной агрессии России против Украины. В Гагаузии один за другим стали звучать слова поддержки российской агрессии против Украины и даже призывы бомбить Кишинев в случае сопротивления российской агрессии. Один из депутатов Народного собрания даже заявлял, что российских солдат в Гагаузии будут встречать 3 К – каурмой, кабарне и кавырмой. Это традиционное гагаузское блюдо.
И все это звучало не тогда, когда Евгению Гуцул посадили в кресло Башкана, а тогда, когда Ирина Влах была Башканом. И Ирина Влах, которая многими воспринимается адекватнее Евгении Гуцул, никак это не порицала и не пыталась такие высказывания осудить. При этом после начала полномасштабной российской агрессии против Украины Ирина Влах летала к Минниханову в Казань, который к тому моменту находился под международными санкциями за поддержку путинской агрессии. Ну и самое главное, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что приход Илона Шора в Гагаузию в значительной степени это результат труда Ирины Влах. Результат того, что в течение как минимум 2 лет Ирина Влах накачивала Гагаузию или гагаузское сообщество ненавистью по отношению к Майе Санду и партии ПАС. Зная, кто такой Илон Шор, понимая его угрозу для молдавской демократии и для государства, понимая, что Шору Гагаузия нужна для дестабилизации всей страны. Тем не менее, Ирина Влах не сделала ничего, чтобы препятствовать его приходу в Гагаузию. И видя, как Шор насилует Гагаузию, Ирина Влах молчит в тряпочку и делая вид, что ничего не происходит. Для того, чтобы избегать неудобных вопросов про Илона Шора, Ирина Влах предпочитает делать вид, что Гагаузии не существует. Будто 8 лет ее башканства случились не с ней, а с кем-то другим. Теперь давайте перейдем к Марарь. Наталья Марарь не менее интересный персонаж со вчерашнего дня в молдавской политике, а до этого в молдавской журналистике. Главное, с чем ассоциируется Наталья Марарь, это со связью с автором схемы по отмыванию денег через молдавские банки под названием Ландромат Вячеславом Платоном. Вячеслав Платон, наряду с Плохотнюком и Шором, является олицетворением большой коррупции в нашей стране. Покупка судей и прокуроров, покупка депутатов и депутатских мандатов, а затем и покупка журналисток. По поводу связи Марарь с Платоном я высказывался сразу, как вскрылся этот скандал. Но давайте освежим память по этому поводу. Я, например, не осуждал Наталью Марарь за ее выбор партнера для жизни и для рождения ребенка. Проблема в связях Натальи Марарь с Платоном заключается в том, что она долгое время лгала обществу и своей аудитории по поводу того, кто является отцом ее ребенка. Если вы помните, Наталья Марарь сначала заявила, что ребенка она зачала при помощи донора. Ну, то есть из пробирки. Проблема с фертильностью болезненна для многих женщин в нашей стране. И рассказы Марарь о том, что она зачала ребенка при помощи донора, многих женщин воодушевили. Для части из них Марарь стала примером сильной женщины, которая справляется даже с такими трудностями. Но потом оказалось, что это все ложь, и многих женщин это просто оскорбило. Зачем врать по поводу своего ребенка? Не совсем понятно. Никто ведь не требовал от Марарь немедленно назвать имя отца ее ребенка. Но, как оказалось, потом причина крылась в том, что отец ее ребенка Вячеслав Платон. И тот факт, что Наталья Марарь зачала ребенка с Платоном, не очень клеился с ее образом независимой журналистки, искательницы правды и борца с коррупцией, которая даже запустила флешмоб в социальных сетях «Унди миллиарду». Я еще раз повторюсь, Наталья Марарь свободный человек и вольна строить отношения, влюбляться и делать детей с кем ей угодно, даже если это идет в противоречие с ее амплуа. Разрушила ее карьеру журналистки другое. Наталья Марарь поставила под удар репутацию канала ТВ8, который она возглавляла тогда, вступив в отношения с одним из самых скандальных и одиозных мошенников Молдовы. Но и это не главное. Главная проблема состояла в том, что она брала у Платона интервью, будучи беременной от него же, не сообщив об этом ни каналу, ни своей аудитории. Иными словами, она брала у него интервью и делала вид, что она в этом интервью беспристрастна. Хотя беспристрастной она быть не могла, потому что в момент интервью носила в утробе его ребенка. После того, как стало известно, что отец ребенка Платон, Наталью Марарь исключили из Совета управления Ассоциации «Медиа Альтернатива», которая является собственником канала ТВ8. Потеряв место в ТВ8, Наталья Марарь вернулась с дорогущим, но не возымевшим успеха среди зрителей проектом «Марарь Лайв». К журналистке, таким образом запятнавшей свою репутацию, отказывались ходить многие уважаемые или уважающие себя эксперты и честные политики, и даже политики с частично подмоченной репутацией. Сейчас Наталья Марарь не стесняется называть себя революционеркой и той, кто якобы сокрушила плохотнюковский режим и привела к власти Майю Санду и партию ПАС.
Вот на этом моменте я бы рекомендовал Наталье Марарь проверить свое ментальное здоровье. Здесь очевидно пахнет, если не шизой, то манией величия точно. Я не знаю, что конкретно имеет в виду Наталья Марарь, говоря, что она сокрушила режим Плохотнюка. Наверное, подразумевая, что она в одиночку его сокрушила. Но Наталья Марарь была одной из тысяч людей, которые выходили на протесты против режима Плохотнюка. И люди выходили на протесты не ради Натальи Марарь. Более того, она не была лицом этих протестов. Наталья Марарь была журналистом, одним из многих, у которых была большая аудитория, которые освещали эти протесты. Десятки независимых журналистов, в том числе и из Ярлдигарда, журнал ТВ, Про ТВ и других редакций говорили и разоблачали коррупцию и преступления режима Плохотнюка. Независимая журналистика в Молдове не началась с Натальи Марарь и не закончилась на Наталье Марарь. Говоря о телеканале ТВ-8, которым руководила Наталья Марарь, то в период борьбы с режимом Плохотнюка этот канал не был единственным и основным каналом, и не был основным каналом в Республике Молдова, говоря о независимой прессе. Хотя, конечно, это СМИ тоже внесло свой вклад в борьбу с режимом Плохотнюка. Но Наталья Марарь работала на этом канале не одна. И, как мы видим, этот канал не только не закрылся, когда из него выгнали практически Наталью Марарь, но и возглавляет рейтинг самых кредибильных СМИ в нашей стране. И я хочу напомнить Наталье, что ТВ-8 создавала не одна Наталья Марарь, и без участия десятков людей, которые бесплатно месяцами и годами работали на этом канале, этого канала сейчас, возможно, не было бы. И люди вносили свой вклад в создание и развитие канала ТВ-8 не ради Натальи Марарь, а ради сохранения и развития независимой журналистики в Республике Молдова. По поводу того, что Наталья Марарь считает, что она привела Майю Санду и партию ПАС к власти. Примечательно то, что эта мысль пришла в голову только ей и никому больше из журналистов, у которых на тот момент была сопоставимая и даже большая аудитория, чем у Натальи Марарь. Я поражаюсь, насколько раздутым должно быть чувство собственной значимости, чтобы заявлять на всю страну, что она обладает таким влиянием и может привести кого-то к власти, а кого-то свергнуть, не имея для этого ни влияния, ни связи, ни денег, ни возможностей. Со всем этим бэкграундом, ложью и выдуманным образом революционерки и вершительницы судеб политических партий и страны Наталья Марарь не придумала ничего лучше, кроме как баллотироваться в президенты Республики Молдова. А теперь предлагаю сосредоточиться на том, что же общего у этих двух женщин. Во-первых, откуда дровишки? И Наталья Марарь, и Ирина Влах развернули бурную публичную деятельность. Ирина Влах каждый день ездит по стране и проводит встречи с людьми, производит и распространяет контент в своих социальных сетях. На все это нужны деньги. На зарплаты ассистентов, видеографов, СММщиков, на заправку автомобиля, на телефонную связь, аренду офиса, аренду помещений для встреч и бесчисленных пресс-конференций. Политическая деятельность – это не дешевое удовольствие. Откуда Ирина Влах берет деньги на все это? Она нам не рассказывает. Более того, чтобы не отчитываться перед ЦИКом по закону о финансировании политических партий или политической деятельности, Ирина Влах создала не партию, а МПОшку. Тот же вопрос к Наталье Марарь, которая развернула бурную деятельность в социальных сетях и тратит десятки, если не сотни тысяч евро на производство и продвижение своего контента. Откуда деньги, дамы? Следующий момент, который объединяет Марарь и Влах, это молчание по поводу российской агрессии в Украине. Обе прикидываются шлангом и делают вид, что войны у наших границ нет, и прямо сейчас Россия не убивает детей, стариков и женщин в Украине. На днях стало известно, что ребенок из Молдовы был на операционном столе в больнице Ахмаддит в момент, когда туда прилетела российская ракета. Вы что-то слышали от Натальи Марарь или Ирины Влах по этому поводу? Возмущение, осуждение, соболезнования. Нет? И я не слышал. Интересно, почему? Что или кто заставляет этих женщин проявлять такую черствость по отношению к трагедии, которую переживают наши соседи на протяжении 2,5 лет? Более того, эти дамы предпочитают не замечать агрессию или агрессивную политику Российской Федерации по отношению к нашей стране. Они, как городские сумасшедшие, повторяют выгодные России нарративы про нейтралитет, который якобы гарантирует нам безопасность, про самостоятельный путь и другой подобный бред. Тут не лишним будет вспомнить заявление Натальи Марарь о том, что
Оказывается, молдаване традиционно и исторически строили дома для оккупантов, а сами жили в сарайчике. Давайте посмотрим. Понятно. Наталья, по вашему ощущению, Молдова, так же как Украина, она будет готова воевать с Россией за Приднестровье? Насколько Донецк, Луганск являются, их можно привести как пример в вашем случае с Приднестровьем? Или это все-таки разные истории? Я здесь, конечно, знаете, это такой болезненный для меня вопрос. Буквально вчера мы по этому поводу дискутировали, и все пришли к выводу, такому довольно печальному: молдаване не украинцы. Вы должны понимать, что у нас это прошито в генетическом коде. У нас есть такой инстинкт выживаемости. Молдова всегда исторически находилась под кем-то. Османская империя, Российская империя, Румыния. часть Румынии. То есть, да, мы постоянно были частью некой большой территории. Мы находились под неким протекторатом, я прошу прощения. И мы всегда должны были себя вести так, аккуратнее, чтобы не прилетело. Поэтому вот эта вот гибкость, вот это, знаете, так, подстраиваемость, встраиваемость в существующую реальность, она у нас на генетическом коде. Я буквально вчера для себя узнала совершенно удивительную вещь. У нас есть молдавская традиция, называется Каса Мария, большой дом. То есть все молдаване, если поездить по молдавским деревням, традиционно строят два дома. Один очень красивый, большой, в нем всегда все чистое, накрахмаленное, накрытое. Ну, дом, который показывают всегда, когда приходят гости. И маленький сарайчик рядом, в котором реально живут. Я думала, что это просто традиция. Вчера культуролог, антрополог объяснил мне, что, Наташа, на самом деле эта традиция имеет очень глубокие социоантропологические и психологические корни. Оказывается, это Каса Мария молдаване строили для вот этих завоевателей, которые приходили, им сразу говорили: оставьте нас в покое, вот вам дом лучший, берите, живите, а нас оставьте в покое, мы здесь в сарайчике спокойно поживем. Вот мы, да, наш сарайчик оставьте, мы как-то вот, мы здесь поживем. Наталья, а вы уже построили дом для оккупантов? Сарайчик уже обжили себе? И специально для претендентки в кресло президента Натальи Марарь. Каса Мария — это комната в доме, а не дом. Как же ты собралась спасать молдаван, если ты даже не знаешь их истории? А если без шуток, то это целиком и полностью риторика в духе Кремля «сидите ровно и не дергайтесь, маленький народец». Эту же риторику, но другими словами, также продвигает Ирина Влах, которая говорит о нейтралитете. На этом общее не заканчивается у этих двух претенденток. И Наталья Марарь, и Ирина Влах одержимы Майя Санду. Весь их контент исключительно про то, какая Майя Санду плохая и какие они хорошие. Послушать этих дам, так у нас в стране все так плохо, что мы даже перестали улыбаться, и молдаване на грани исчезновения. Хотя обе прекрасно сотрудничают с теми, кто на протяжении многих лет грабил нашу страну, порождал и подпитывал коррупцию. И эти люди сейчас всеми силами хотят вернуться в нашу страну снова, чтобы захватить власть и продолжать ее грабить. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это то, что ни у Натальи Марарь, ни у Ирины Влах нет команды. Президент — это хоть и фигура с ограниченными полномочиями, но тем не менее очень важная политическая фигура в стране. С одной стороны, есть Конституция, где Молдова — это парламентская страна, а главный человек в стране — это премьер-министр. Но в молдавской политической реальности главный в стране тот, у кого парламентское большинство. И если партия президента обладает в парламенте большинством, то президент становится главной политической фигурой в стране. Таких периодов в нашей стране было два. Это период Владимира Воронина и период Майи Санду. Эти дамы претендуют на то, что они лучше Майи Санду. Окей, не вопрос. Но покажите нам, кто за вами стоит, кто ваша команда. В случае с Майей Санду с самого начала было понятно, кто с ней идет во власть и кого она будет расставлять на ключевые позиции в этой стране. А кого вы, уважаемые, но не очень дамы, предложите, например, на должность премьер-министра? Платона, Плохотнюка? И самое главное, как вы собираетесь решать проблемы этой страны и обеспечивать ее развитие и благосостояние в таком сложном геополитическом контексте, не солидаризируясь с Украиной и не интегрируясь в Европейский Союз?
Можно сколько угодно, как мантру повторять, что Молдова каким-то образом сама может стать экономическим чудом. Но даже пятикласснику понятно, что это какое-то наебство, простите. Главный вопрос, на который эти дамы так и не могут дать ответ, это зачем они идут в президенты? Что они могут дать этой стране? Окей, у них есть право, но помимо права хотелось бы, чтобы у них был здравый смысл и ответственность. У меня складывается впечатление, что они просто хотят превратить эти важные выборы, от которых зависит будущее нашей страны, в какой-то цирк, балаган, чтобы общество перестало воспринимать всерьез избирательный процесс. Именно предстоящий выбор. Окончательно запутать избирателя и без того запутанного российской пропагандой. Друзья, не давайте себя обмануть. 20 октября выходите на выборы и референдум. И сделайте правильный и осознанный выбор против марионеток мафии и Кремля и за европейское будущее нашей страны. Ну, и поддержите нас, если у вас есть такая возможность и желание. Во-первых, для нас это очень важно. Во-вторых, это поможет нам делать больше хороших, качественных медиапродуктов, информировать вас и комментировать происходящее в молдавской политике. Ну и в-третьих, в отличие от этих дам, о которых мы сегодня говорили, мы не скрываем своих источников финансирования. И ваша поддержка – это один из источников, который помогает нам делать нашу работу. Ссылка на Patreon и Paynet есть в описании к этому видео. До новых встреч, друзья!